Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. 21 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Выразив благодарность за прием, Лазиз Кудратов отметил, что президент Узбекистана высоко оценивает уровень партнерства между нашими странами. Гость подчеркнул, что в Узбекистане рады успехам, достигнутым в результате дальновидной и мудрой политики президента Азербайджана. Отметив укрепление авторитета Азербайджана на международной арене, динамичное развитие его экономики, рост объема инвестиций, Лазиз Кудратов заявил, что несмотря на глобальные вызовы, Азербайджану успешно удалось справиться со сдерживанием инфляции. Гость также подчеркнул, что возвращение под руководством Ильхама Алиева оккупированных территорий и восстановление исторической справедливости стали важным событием в истории не только Азербайджана, но и всех тюркских государств. Министр отметил, что это историческое событие было воспринято в Узбекистане с огромной радостью. Глава нашего государства отметил, что в Азербайджане с большим интересом наблюдают за процессами развития, осуществляемыми под руководством президента Узбекистана. Политика, направленная на экономические реформы, развитие социальной и всех других сфер, приносит конкретные результаты. С удовлетворением вспомнив свой визит в Узбекистан, Ильхам Алиев сообщил, что в ходе визита он стал свидетелем успешного решения вопросов, связанных с промышленным потенциалом и охраной историко-культурного наследия страны. Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие, связанное с развитием нашего сотрудничества, будет продолжено и в будущем. Президент Азербайджана высоко оценил поддержку Узбекистана и узбекского народа в деле восстановления суверенитета нашей страны. Коснувшись также поездки в города Физули и Шуша, вместе с Шавкатом Мирзиёевым, Ильхам Алиев сказал, что открытие школы Физули, являющейся даром президента и народа Узбекистана, носит символический характер. Глава государства подчеркнул, что визит Лазиза Кудратова в нашу страну создал хорошую возможность для того, чтобы еще раз рассмотреть проекты, связанные с укреплением экономического сотрудничества. Генеральный секретарь ООН внимательно отслеживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в ответе пресс-службы ООН на запрос американского бюро «Азертач». Отмечается, что генеральный секретарь Антонио Гутерриш приветствовал достигнутую 19 апреля договоренность о делимитации границ. Он также призвал стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все неурегулированные двусторонние вопросы для достижения полной нормализации отношений. И добавил, что факт продолжения работы между Азербайджаном и Арменией над мирным соглашением в настоящее время обнадеживает. Надеемся, что за состоявшейся 10-11 мая в Алматы встречи министров иностранных дел последует дальнейшее конструктивное взаимодействие по разрешению остающихся разногласий, говорится в ответе пресс-службы ООН. Напомним, что 19 апреля состоялась 8-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской республикой и Республикой Армения и комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской республикой. В ходе встречи была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану 4 оккупированных Арменией сел Газахского района. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал международный песенный конкурс Евровидения, прошедший в мае 2024 году в шведском Мальме. Об этом говорится в публикации турецкого лидера на платформе X. Одной из сфер, где глобальное навязывание наиболее очевидно, является политика дегендеризации. На конкурсе Евровидения мы вновь стали свидетелями того, насколько ужасной стала ситуация в этой области в мире, говорится в сообщении. Эрдоган отметил, что странные типы, которых навязывают молодежи, являются троянским конем социальной деградации. На таких международных мероприятиях встретить нормального человека по одежде, поведению и словам стало практически невозможно. Все признают, что это сознательная политика. Оградив Турцию от этого позора на протяжении последних 10-12 лет, мы воочию видим, насколько правильное решение было принято, написал президент Турции в соцсети X. Напомним, что Турция участвовала в Евровидении с 1975 по 2012 год. В 2003 году турецкая поп-звезда Сертап Эренер победила в конкурсе. В декабре 2012 года турецкая телекомпания ТРТ объявила о выходе из Евровидения. Основной причиной называлось недовольство существующей системой голосования.
В ходе визита мы также посетили руины древнего города Намангана Оксикента. Согласно историческим данным, город Оксикент был основан в III-II веках до нашей эры. В IX-X веках был столицей Ферганской долины. В 1219 году он был полностью разрушен монголами. В 5-7 километрах от старой части города основан новый город Аксис, построенный на западе, датируется XIV-XVII веками. Бубур-Нама так описывает Оксикент: нет большего селения в Фергане, чем Андижан, а потом и в мире. Умар Шайх Мирзо сделал его своей столицей. По имеющимся данным, слово Оксикент означает «земля Оксикента». Ось происходит от слова «ахси». Согласно Зафар-Доме историка Шарафиддина Али Язди, XIV век, Хусрав I Анушервон 532-579 года построил Фергану и переселил из каждого дома по одному человеку, один из которых был назван Ахзи, а место, где он был построен, было названо в его честь. Археологические раскопки ведутся с 1960 года под руководством академика Гуломова. Когда стало известно, что Оксикент по возрасту равный Афросиабу город, Оксикент был переименован в Фергана Афросиоби. Ныне большая часть древнего Оксикента возделана, построены дома, устроены кладбища, вывезен грунт в качестве строительного материала – желтозем. Сегодня древний памятник Оксикента является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году в городе Аксы прошел международный семинар «Оксикент в истории узбекской государственности». Мы посетили в Намангане святое место мавзолея Унбир-Ахмад. Сначала читалась молитва за души пророков. Здесь нам рассказали работы, направленные на изучение легенды Унбир-Ахмад, рассказывающей о становлении 11 великих личностей, о которых написаны книги и поэмы. Глубокое научное исследование бесценного наследия предков, передача всех знаний будущему поколению являются одной из наших главных задач. Особое внимание, уделяемое охране исторических объектов, благоустройство священных мест, широко поддерживают соотечественники и международное сообщество. Напоминаем, что в Намангане найден один из вариантов Насаб-Намы – шежире, родословное или генеалогическое дерево великого философа, исламского проповедника, суфийского поэта Ходжи Ахмеда Ясауи. Также найдена печать с именами 11 шейхов, известных исламскому миру, внесших особый вклад в популяризацию ислама в тюркском мире.
Парк культуры и отдыха Афсон-Алар в Одиссе «Долина легенд» в городе Наманган занимает 155 гектаров площади. Здесь имеются тематические парки с 16 видами аттракционов, амфитеатр на 2400 мест, 7 видов водных аттракционов и аквапарк с 16 бассейнами, 2 современных водопада и музыкальных фонтана, 3 ресторана, 2 парковки на 1800 мест. В этом году планировалось запустить центр ремесленников, мечеть, гостиницу на 400 мест и 110 вилл. Также была организована очень интересная концертная программа под открытым небом на сцене бульвара Уч-Фавора в парке Афсон-Алар в Одиссе.
Ce faci, mama? Stai jos, stai jos. На днях мы посмотрели очень информативный и жизненный сюжет одной из социальных сетей. Его снимали в одной из европейских стран. Посмотрев этот материал, мы еще раз убедились, что человечность, милосердие и сострадание не чужды никому в этом мире. Видите ли, эта бабушка хотела заработать себе на пропитание, тайно продавая овощи, которые она выращивала в своем огороде, чтобы прокормить свою нуждающуюся семью. Но посмотрите, что произойдет после того, как ее действия будут обнаружены контрольной службой городского муниципалитета. Da? A recepționat, domnul primar. 13 septembrie cu Rahova, acolo, la Mega Image. Într-o oră sunt aici, maxim o oră. Начальник управления с рацией говорит с центром, а пожилой человек выглядит несчастным и с тревогой наблюдает за последствиями. Cel puțin o tarabă. Să nu stea chircită, pe lăs, pe nu știu ce. Da? Stă frumos la o tarabă, o aranjați. Deci un punct tot așa pentru bătrânele, 3 aici. Luați nume și prenume, altcineva n-are loc. Cum găsiți pe altcineva la tarabă? Через некоторое время приходит работник контрольной группы. Бабушка до сих пор опасается, что оставшиеся у нее овощи будут конфискованы, а она будет оштрафована. Hai că îți vindem și marfa, mamaie. Dă-goa. Но все сложилось не так, как подумал пожилой человек. Супервайзеры снимают деревянные и неподходящие ящики и аккуратно кладут овощи на прилавок. Бабушка растерялась, увидев, что ситуация складывается не так, как она предполагала. Супервайзер обращается к пожилому человеку с вопросом о цене на овощи, которые она хочет продать. Da? Care n-ai marfa aici de 100 de lei, 50 de lei. Cât e toată marfa asta? 200 și... Da. Hai fă matale calculul, să nu zici că... И дает ей деньги, покупая у пожилого человека товар. Să nu crezi. Ia, hai acasă. Это ваша торговая точка. С этого момента вы можете беспрепятственно продавать здесь свои овощи из собственного огорода. Ваше разрешение также наклеено на прилавок, сказал супервайзер. Радует, что это одно из многих свидетельств того, что человечность проявляется в каждом из нас, несмотря на то, в каком уголке мира мы живем. Надеемся, что этот репортаж был очень интересен нашим зрителям. Azadlıqdır şüvarı, gündən günə artır varı. Ot bitməyən səhraları gətirir bax cana yurdum. Ana yurdum, ana yurdum.
yurdum, sana yurdum, mehriban ana yurdum. Kurbanım sana yurdum, ana yurdum, ana yurdum. Kurbanım sana yurdum, ana yurdum. Макс. Привет. Что готовим? В 3 словах, ровно в 3, можешь сказать? Жареное мясо, двух сказал. Вот, ребят, наши продукты здесь. Кому интересна рецептура, вот это все, вот, пожалуйста. Все пойдет туда нафиг. Какая красота! Да. Эффектно. Так, точки обжарились. Компания Artengo, как вы поняли, заплатила нам 1 000 000. Так что все покупайте срочно вот такие столы для пинг-понга. Они многофункциональные. На нем можно готовить еду, играть в пинг-понг. Еще под ним можно спрятаться от дождя. А еще на нем можно такое сделать, что я не могу сказать. Свежий чеснок, он совсем по-другому пахнет, да? Молодой чеснок лучше, чем старый, скажи? Количество. А чем лучше? Чем старый. Все, вот. Почувствуй нашу любовь и подпишись. Такая гора вообще. Что скажешь? Кушать хочу. Знаешь, как пахнет? С ума сойдешь.
Паприка копченая. Аджика, ребятки. Уцко сунели. Вот, в принципе, вот уже это готовое блюдо. Да. Работаем и заодно получаем еще положительные эмоции, да, вот от этого созерцания всего этого дела. Да. Безусловно. Как это называется? Эстетическая. Психотерапия. Эстетическая психотерапия. Эстетопсихотерапия. Да. Синандали, ребята. А запах? Дровишек поддадим. И ждем, ребята. Счастье наступит примерно через час, я так подозреваю. Не переключайтесь, мы скоро будем дегустировать. Так, для понту еще чеснока. Какого понту? Тоже понтярщик нашелся. Так. Что дальше? Все, засыпаем, загружаем, ждем чуть-чуть. Обильно, щедрой рукой, зелени. Много. Прошло чуть более 1,5 часов. Наше блюдо готово. Сейчас мы будем его проверять. Я не могу описать, как это пахнет. Пахнет отвратительно. Все готово. Видишь? Прям под вилкой разваливается все. Вот оно. Так. Стараемся так, чтобы вот эта косточка не отделилась. Кошмар. Вот. Могу констатировать, наши сегодняшние старания увенчались настоящим кулинарным успехом. Это очень вкусно получилось, братцы. Счастливо вам. Дерзайте, у вас все получится. Пока. Aset bilida